Очередной рейс Назрань-Сунжа, но теперь пандемия диктует новые правила. Перед отправкой транспорта тщательная дезинфекция внутри салона. Ручки, сиденья, поручни. Сабела Нальгиева старается не пропустить ни один участок. Часто дуешь, что обрабатывать? В защите от коронавируса все профилактические меры хороши. Ежедневно с этого депо выезжает около 60 единиц техники. Дезинфицируют салон перед отправкой машины, после возвращения с рейса и между ними. Между рейсами некоторые, когда у них время есть, заезжают, здесь проводим. А у которых времени нет, мы специально выдали им специальные баллончики, они на месте проводят дезинфекцию, обрабатывают внутренний салон автобуса. Протирают там скамейки, поручни. Обработка начинается рано. Самый первый автобус выезжает отсюда в 5 утра. Последний из Магаса заезжает в половине 9 вечера. Ежедневно все данные заносятся в журнал. С первого дня, как мы начали вести эту работу, в обязательном порядке ведется журнал. Журнал проведения дезинфекции, где учитывается транспорт, кто проводил дезинфекцию ответственный, когда проводил. Вход без масок в общественный транспорт запрещен. Предупреждающие надписи должны быть в салоне каждого автобуса. Сами водители также обязаны быть в масках и перчатках. С этим проблем не возникает, отмечает Магомед Таркоев. Меры защиты, как и его коллеги, он соблюдает. Тоже советует и пассажирам. Пассажиры, берегите маски, что их охол. На границе лучше залетные. Но маски, когда я отираю, солдаты, маски, их хаваю. Подтверждением слов могут служить и пассажиры. Их немного, но маски есть на всех. Да и редко кого сейчас встретишь без нее в общественных местах, делится Тамара Бекбузарова. Новая волна пандемии и скептический взгляд на меры безопасности поубавила. Маска, перчатка, ты сам себя охранять только маска обязательно есть. Маска, это можно носить. Да. Духули пассажиры, маск срелишь или наоборот? Нет, уже кирнах уже. Одевают. Это 100%, 2-3% шмака, Правда, выйдя из салона автобуса, объектив нашей камеры зацепил немало прохожих без средств защиты. Да и социальную дистанцию редко кто соблюдает. А между тем ежедневно фиксируют около 60 зараженных. И пока самый действенный способ уберечь свое и чужое здоровье – носить маски, держать дистанцию и не забывать обрабатывать руки. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.